Бзирашума телехопшца усура яцнацу и тапсу телехопшра пресс-центр. Уж 2 минут корзишь яшу эфира чхаху папсу телехопшра каналыч. Бзила шабец коллегацу и табу пам тапшаны ехя шахим вехазас пресс-конференциях. Заграб хазайн аргылана, иш сардарует ехя приха студия асасча, хаздара квартак гарцует, абсна культура и турух культура тунха ахчари, министр Эльвира Харсалепха, яраубас улхатыпует батал Кубахия. Здравствуйте, коллеги! Рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Сегодня на наши с вами вопросы ответят министр культуры и охраны историка культурного наследия Эльвира Арсаль, а также ее заместитель Батал Кубахия. Эльвира Анатолий Ипха, Батал Самсон Ипха, Бзилашабы. Эльвира Анатолий Пха, Абханра Амта и традиция хазапсны урыстлы культура сезон ямтоп, ари сентопи ашукски яра хадпиче дараквац заракхаб хымпада, сента бре проект шпаме пасуа республика же цапхпи ашукси злыпшми яркач начала цажарстахуп абредема. Табу плана сынпа егерт изларей пшимала культура сезон кожашукса архыцит сынпа яйткылан юхозар арташуксква янымя пусоз ашуксква рзы дары рацуп культура абстаза раз акрзасква хтысква мепысит и юнески абай наргна яхля вожранза. Нас гисхарста хопа бри яра культура сезонка юнески жавшукса энергна ицаги харт байт ханапаца хавит программа и хаги ханатит бри культура айма дара амшха карт бара обри нат хат кылана яхля культура сезона тахозер жавшукса азгвато сынпа хакука хадас яхаман и нартбан его культура тухтысква яхай нартбан разгватара. А сезон куала гитсенпа апрелем Москва музыка тхан и ходу музыка тхана че икуколон и цердыру харах коллектив абснепе хенткарат бякушера ашухре коллектив дары бзины рыдер кылыт яробас культура сезонка иртагдзыны мепысит хышуксо абыржуены мепысо дара харахсы акрыззаско конференция хакука хадасьяму культура аква архитектура культура тынха ахчера сынпа дара тема интерес штыхан Батал Самсон и па и коллега чиярей и бырхон аги информация система ехетпи амш ехетпи абстазараджа яцанако культура аква рыхчераза яробас уже хазапшуп август ежеев парзе концерт ду харах коллектив когеляло ахтакаджа айбат яхтакаджа харах хазапшуп и цердыро хенткарат юрыстула пяхор пятницкий хецесхо уйд харада дара интерес зцо хтысхой яробас октябрем зазы имя пысует мастер-класс ко музыка агана хяла я ойт Москва пя консерватория анпя профессорша яробас кинематограф айс харазы абсны убырт мастер-классы когеме пысует ажакала культура сезонку ари жларбжарат при аймадара адаки культура тхархарта цыплядза хчазахшует абаса сплягуатара кура ацара. Это был бедурдзан штаказа коллега Цасара Кушумазар. Есть вопросы? Насколько мы знаем, в Новом Афоне был демонтирован памятник, архитектурный памятник, и как дальше развивается эта тема, что изменилось за это время? Ну, вообще-то по этой теме так подробно все было сказано и теми, кто разрушал его, и теми, кто возмущались, и нашим управлением. Речь идет о том, что здание надо будет воссоздать в том виде, в каком оно было. Подробности, детали я описывал детально и говорил. Я, конечно, могу и полчаса об этом говорить, но поскольку у нас очень мало в эфире прямого времени, я бы сосредоточился на более глобальных вещах, собственно, в чем сущность культурного наследия, как его сохранять и какие проблемы есть в Абхазии, чтобы мы сумели до наших детей и потомков довести хотя бы
какие-то руинированные остатки или сохранившиеся здания. А вот почему происходит, и в том числе в Афоне, это связано с несовершенством законодательной системы, с отсутствием должного финансирования, отсутствием должного внимания. Спасибо, что последние 3 года тема культурного наследия актуализировалась, и в этом заслуга определенная, я каждый раз говорю, журналистов. То есть они достаточно часто поднимают, и в этом заслуга граждан, которые поднимают эти вопросы в социальных сетях, в интервью и так далее. И благодаря им, благодаря этой поддержке, у нас гораздо больше успехов, чем сейчас вот проблем. И я готов об этом говорить, но то есть просто если мы будем по конкретному зданию говорить, это вот спутнику я могу дать вообще и прямой эфир. Я, кажется, вам давал на эту тему достаточно подробную информацию. Не понимаю, почему вас опять это интересует. Работают над проектом, будут воссоздавать. И весь строительный материал, который вот там был использован монахами и, предположительно, с Анакапийской крепости, он будет использован. Конечно, это уже не будет тот вариант, но, уверяю вас, в нашей стране разрушаются на наших глазах гораздо больше и значимые объекты культурного наследия, начиная вот от античности, если иметь в виду архитектурные памятники. И самая большая проблема у нас стоит тем, что мы каждый день разрушаем 1 или 2 археологических объекта. Я готов говорить с вами на эту тему. Коллеги, есть вопросы? Да, Батал Самсонович, вы говорите, что разрушается каждый день какой-то из памятников. У вас есть, вы вооружены каким-то законом, который на вашей стороне? Есть ли прецеденты, может быть, судебных процессов или прокурорских проверок по этим фактам? Правоохранительные органы работают в этом направлении вместе с вами? Вы знаете, да, работает. Речь идет о совершенстве системы и вообще самого государственного управления. На самом деле, сегодня у нас такая ситуация, вы знаете, то есть я вам не буду определять, что есть районы, которые подчиняются президенту, и вот есть, например, отделы культуры, которые нам не подчиняются, и мы даже... Закон о местных органах. Да, закон о местных органах, который очень детально надо реформировать. В соответствии с этим, когда выделяются земельные участки и там республиканского значения, они проходят как бы презентацию в кабинете министра, в котором всегда Эльвира Анатольевна сидит, и она как бы мониторит эту ситуацию, сообщает нам, департамент дает анализ, является ли место выделения земли археологического, мы еще можем контролировать. Но это всего лишь 5% земельных выделений. Все остальные выделяются на уровне местных органов. Я писал президенту, я писал главной администрации, я писал прокуратуре, я писал в суды, что необходимо систематизировать данную ситуацию. Мы с Эльвирой Анатольевной затеяли реформу в рамках Министерства культуры. Мы добились, и уже в этом году, что отделы культуры, у них новые штатные единицы по охране культурного наследия, и фактически они должны нести ответственность за все эти нарушения. Но чтобы несли ответственность, это надо прописывать в законе. То есть сегодня у меня был разговор с одним депутатом, и они в отпуск уходят, я говорю, слушайте, вот у нас будет прямой эфир, я буду говорить о том, что вот никак на второе чтение выносят поправки, которые были приняты парламентом предыдущего СОЗа, уже 2 года прошло. А вот, говорит, проблема. Он говорит, да, проблема с исполнением. Вот я вам одну вещь скажу. Я понимаю, что в этой стране есть проблема с исполнением закона. Но если у меня есть закон, хоть какой-нибудь, хоть даже... я его использую в полной мере. То есть мы выиграли ряд судебных процессов, и административно, и уголовно мы выиграли только лишь потому, что у нас было за что зацепиться. Поэтому нам менять надо закон очень кардинально. Если в этом чтении перенесут во второе чтение те поправки, которые предыдущий СОЗ в парламент, имея в виду нашу правоприменительную практику, мы им предоставили как бы все свои опасения, примут, уже будут какие-то позитивные шаги в сфере сохранения культурного наследия. О них можно тоже подробнее говорить. Я готов журналистам рассказать, в чем суть вот этих поправок, почему их необходимо принимать. Скажите, пожалуйста. Но самое главное, вот там несколько поправок, которые в первом чтении. Вопрос приватизации объектов историко-культурного наследия.
Мы изучили ситуацию за 25 лет. И, кстати, вот здесь у меня брошюра есть, я надеюсь, вы читали. Мы сдали доклад о состоянии культурного наследия прошлого 16 года, сейчас в 17 выйдет. И мы там писали о том, что происходит вот с этими объектами. Закон запрещает сегодня любой объект историко-культурного наследия приватизировать. Но практически 60% гражданской архитектуры конца XIX века, начала XX года, минуя закон, приватизированы. Каждый раз, когда к нам обращаются, можно ли приватизировать, мы пишем одно и то же, что в соответствии со статьей такой-то приватизация не разрешается. И что я вам хочу сказать, мы добились, используя нашу, что лучше, чтобы они приватизировались, но официально, прозрачно, тендер, там и были понятно, какие суммы, куда идут, в республиканскую, как бы казну, или в местные органы. Но зато у них были бы четкие обременения. Допустим, ну это можно определить процедуру. Там, в течение 3 лет или 5 лет собственник или пользователь или арендатор должен как бы взять. Вторая очень важная поправка. Преференции для добросовестных пользований. Тоже она вот в первом чтении принята. Речь была о том, что люди, берущие в аренду объекты историко-культурного наследия в руинированном состоянии, вынуждены вкладывать много денег и их восстанавливать. Вот мы хотим взять международный опыт, российский опыт, чтобы те деньги, которые идут на реставрацию предмета охраны, не хрустальные люстры и там серебряные там вилки, которые они в ресторане, а именно вот на объект, чтобы эти деньги учитывались при аренде, либо вычитались, либо что. Тогда любой арендатор с удовольствием будет вкладывать в восстановление. Я почему думаю, что это очень важно? Государство сегодня не в состоянии, ну, нету, вы знаете, какой бюджет. Не потому, что оно вот не готово, оно готово, но денег таких нету, чтобы восстановить. Поэтому надо делать так, чтобы памятники сами себя кормили. Есть еще одна проблема, ну, то есть это тоже проблема, но давно у нас назревает с Министерством по туризму разговор. Объекты культурного наследия нещадно эксплуатируются в туристических целях. Не только Министерством по туризму, есть еще коммерческие фирмы, ну, есть и просто частные граждане. Но никто не может на их регенерацию, восстановление давать. Вот в первом чтении как раз стоит вопрос о создании некого государственного фонда, куда могли бы аккумулироваться фискальные, ну, за использование, за аренду объектов культурного наследия, пользователь, ну, вот дом такой жилой, вот они живут, платят же они за воду, за свет. Речь идет о копейках, которые бы аккумулировались. За использование в туристических целях. Речь не идет о том, что они должны контрибуцию платить госоргану по охране, а какие-то суммы идут в фонд. Фонд возглавляется кем-то, мы даем первоочередные задачи реставрации того или иного объекта, они сами себя реставрируют. Вот это мы все ждем, когда примут. Там есть еще более важные поправки, но мы говорили, и мне, когда я вижу людей, которые с недоверием относятся, законы исполняются законы тогда, когда к ним обращаются. Закон о доступе к информации, кстати, это мой был созыв, мой комитет вел, я его выносил. К нему обращаются, он работает. Вот все законы. Закон свободы совести и вероисповедания. К нему обращаются, он работает. Если вы не будете обращаться к закону, он покроется мхом, нафталином и вот забудем. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Да, Виталий. Вопрос к Эльвире Анатольевне. Ну, Абхазский драмтеатр известен у нас не только своей славной историей, творческими достижениями, но и традициями таких расколов, которые тянутся еще с советских времен. И несколько недель назад был назначен новый руководитель, и значительная часть коллектива встретила это в штыки, были там пресс-конференции какие-то. После этого ничего не было слышно, как там сейчас обстановка, устаканилась ли, удалось ли решить проблемы, которые там были. Спасибо. Вот вы как раз сказали о том, что ничего не слышно, и, наверное, после того, как пришел новый руководитель,
Надар Викторович Чанба, как вы знаете, он пришел, и он руководитель с такими более широкими полномочиями, да, которые координируют и административную, и художественную часть. Наверное, сейчас как раз-таки надо дать какую-то паузу, время затишья для того, чтобы театр через некоторое время заявил о своей работе, о своем репертуаре, вообще о своем дальнейшем развитии, потому что любое учреждение культуры, а театр тем более, у него есть свой путь. У нас есть прекрасный пример русского театра, который мы также приводили руководителя, и прошло несколько месяцев, может даже полгода, и вот то есть какой-то вектор, который был выбран развития, да, мы его результаты видим и сегодня, да, то есть это очень хороший репертуар, и по части привлечения зрителей и вообще как такого очень активного культурного центра он состоялся. Мы уверены, что в Абхазском театре будет также, мы это видим, потому что самое главное, что есть диалоги со всеми. Это самое главное, на мой взгляд, вообще миссия руководителя — говорить со всеми и работать на общий результат. Я думаю, что мы уверены в этом, Надар Викторович уже в ближайшее время даст какое-то большое расширенное интервью и сам расскажет о том, какие планы у Абхазского театра. Спасибо. Я могу еще добавить из того, что я могу пока анонсировать на правах таких, ну да, на правах, наверное, такого вот анонса о том, что в августе уже вышел репертуар, вы, наверное, видели спектакли. Также обменные гастроли в сентябре Адыгейского театра, затем Абхазский театр едет. В октябре спектакль «Кролики и удавы» приглашен на фестиваль международный в Татарстане. То есть жизнь в театре со всеми своими нюансами, она продолжается. Ну, кстати, никто не ушел. Да, Ну, люди работают, люди остались. И... Да, театр — это такая система, любые изменения структурные или системные, они приводят к такому самому. Вот я считаю, что за минимальный срок, в общем-то, более-менее устаканилось все, как бы работает. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Ну, в продолжение темы Абхазского театра. А рассматривается такой вариант, чтобы пригласить режиссера для постановки спектаклей? Вы знаете, конечно, потому что в Абхазском театре есть режиссеры, штатные режиссеры, которые на протяжении нескольких лет ставят, работают. Но развитие театра предполагает и театральные проекты, и приглашение режиссеров, антрепризы, разные формы. И сегодня Абхазский театр, руководитель его уже заявил о том, что будет и молодежная студия, и детская студия. И, конечно, это будет частью такого тоже культурного многообразия, когда в работе, в репертуаре театра будут работы других режиссеров. И да, конечно, будут. Ну и в продолжение театральной темы. У нас в государстве 4 театра, Да. которые поддерживаются государством, но не все они работают одинаково в плане привлечения зрителей, репертуара. Последние 2 года прорывом стал Русдрам, как вы заметили. Гендиректор почти на каждой пресс-конференции говорит о том, что у них очень маленькая труппа, всего 13 человек. Предполагается ли увеличение труппы? Вы поддерживаете их в этом? Конечно, мы поддерживаем, потому что мы сами участники этого процесса, и мы видим, как... Вы знаете, очень многие режиссеры, которые приезжают вот в Русдрам ставить, они говорят, что перед этим, ну, просматривая такое резюме театра, да, и они приезжают и видят труппу 13 человек, и они искренне удивляются, как это возможно. Ну, потому уже что 14-15. Уже 14-15, да, конечно, очень мало. И в этом году, вот, так же, как и другие учреждения культуры, директор сделал уже свое такое предложение по бюджету, где расширяет штаты. Но штаты, к сожалению, зависят не только от желания и нашего генерального директора, но и от того, насколько нам их утвердят. Мы очень заинтересованы в этом, и мы очень будем просить и
абхазскому театру и русскому расширить, потому что в этом году и в прошлом году у нас закончила абхазская группа в Санкт-Петербурге, молодые актеры, а в этом году нас радовали не раз Щукинский институт и его выпускники. И у нас очень такая вот четкая в этом плане ориентация, что они должны остаться. Они и учились по государственной целевой программе. Часть из них уйдет в Абхазский театр, большая часть. И те, кто найдут себя в русском театре, один-два человека, они наверняка уйдут туда. И могут быть и другие какие-то актеры, мы же не ограничиваем, поэтому мы понимаем, потому что размах крыльев большой, у театра желания и планы большие, конечно, расширять труппы тоже надо. Коллеги, есть вопросы? Дачасцарок Эльвира Анатольевна Шах, Ишах Друепш, Август Ижев Парзы, Ахепшим Разхацара Скуата хуит, Яйва Асас Шахучик Шарзат Калархтахын, Наски Анухашичкаху. Август абри яра ануха, яра яжев ба ачнадаги, ялагуит яжев барзы, рабхет зергылана аднуқапи аускор министры Харей и жахкауит астолгичква. Астолгич руакы тема хадас ямуб, а культура Жулар бжарат пи аймадера читыпс яннакалу. Вака я уйт Москва пи департамента ан пи хара нас коллега культура министра ан пи яраубас ейцердыру артист журналист хакука хадас измо а культура обстаза радзыргара. Убра халагуйт яраубас август яжеев парзы ацыргакуца зал хадачы, я тоит ацыргакуца, ахипшимра жашукуца ескна, а журналист Союза Харей хамчку ейтцена, я хартоит ацыргакуца, абри фоторетроспектива жашукуца. Игирт нас урастулада, игирт тулаква хипшимра схарца зераубас, а политика, культура ганахела, шкай нарехана, а фотосахеква дзырка кутари ацырка кусеша фотосака тых таква ртуп Ибрагим Чкадова и Попова убряла я той. Нас ишис хазеб шапсуа драма театра чи ме пусует ануха хада вака ялах хоит пятницкий ихицхо шапсаз позурастула пи коллектив Яробас харах коллективка Убах пасат, рычынза, имя пусуетария концерт, вака ялует акукалараква. Нас абуржу яха зымчхактбау, она хукошшас, фейтаха ярбан культура ханзер культура хуштара зеги язгуартуетари аноха. Аха уже сара и сейчас захунд карат масштаб змо аборт анохаква аборт роб имя позва. Это был Бедуцин, коллега Чешума Мастара. Расскажите, какое место в культурном сезоне будет отведено археологическим раскопкам, а в частности открытию новых памятников культурного наследия? Ну, вообще-то госорган по охране культурного наследия априори не имеет права вести раскопки, что делалось раньше, даже охранные раскопки. Мы должны осуществлять надзор над тем, как это делают. Ну вот в этом году и мы участвуем в подписании открытых листов. Наше министерство, вот выдача разрешений на археологические исследования. Но в этом году немного экспедиций, 4 или 3. Я буду посещать все, ну так, регулярно, там, раз в неделю. И не потому, что их там должен контролировать, это наше обязательство посмотреть, что как. Это те, которые известны, те, которые исследуются. А вы, наверное, спутали. Я говорил о тех археологических, есть памятники, которые известны, но все равно на эту территорию выделяют под жилье или под строительство. Мы иногда ведем охранные исследования, когда фиксируем. Когда не фиксируем, нет. Обычно, вы знаете, археологические раскопки
Есть понятие разведки. Вот ходишь в горы, сделал шурф, посмотрел. А если уже раскопки, значит, уже выявлены памятники, его копают, да. Да, есть, вот будут уникальны, кстати, я потом вам скажу, когда это можно будет, я в конце недели поеду в районе Скурча, там гигантские раскопки, участвуют наши студенты, наши археологи из Севастополя. Они предполагают, что они там найдут древние диаскуры. Но это они сами скажут. Есть раскопки, которые уже 10-й год Джопуа и Скаков, вот, Московский институт археологии и Абхазский государственный музей, это Джантухи. Есть раскопки, которые там ведет тоже из России, Абхазский институт Ребелева, не Хварская, забыл фамилия. Они ведут в районе Адзюбжи разведки, это самое. Вот наша задача, все, что они ведут разведки, любые шурфы, они нам дают геолокацию, карты, планы, черты, верификационные документы о том, как они проводили исследования. И мы их вносим в наш реестр. Вот Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Тогда заключительный вопрос от меня. Неотъемлемой частью культурной жизни, культуры в целом является музейное дело. Расскажите немного об этом направлении, насколько оно развито у нас, и есть ли какие-либо планы, связанные именно с музейным делом. Я скажу, Батал Самсонович, наверное, продолжите. Очень важное для нас явление последних 2 лет – это участие Абхазии в интермузее. Потому что любое, мы только говорили о театре, это относится и к музеям. Для того, чтобы развивать какое-либо направление, надо выходить на какой-то международный уровень. И у нас есть замечательная возможность раз в год, в прошлом году это было в Манеже, в этом году это было на ВДНХ, когда у нашего музея, он в числе других государств, разные музеи, в прошлом году был Государственный музей, в этом году Мемориальный литературный музей Гуля, есть возможность презентации музея, потому что интермузей — это обсуждение самой главной повестки в музейном деле. Музей сегодня меняется. Он из такой очень закрытой культурной институции превращается в образовательный, просветительский, интерактивный, какой угодно центр в плане развития культуры. Да? И очень часто о музее сегодня говорят за пределами музея с помощью каких-то, не знаю, маршрутов, квестов, программ, потому что зритель меняется, меняются его предпочтения. Но мы, когда об этом говорим, немножко складывается впечатление, что мы стираем основные функции музея. Основная функция музея — это хранение, систематизация и исследование. Она, как правило, остается. И второе, что я хотела сказать, в этом году для нас очень важное тоже такое событие. В прошлом году было создано 2 новых государственных музея. Это музей Нестора Лакоба и Шинкуба. И вот в этом году как раз-таки огромную работу исследовательскую проводит музей Лакоба. И была выставка, посвященная юбилею. И сайт запустили, и сейчас как раз-таки идет такая работа, если не может пока музей работать в режиме такой экспозиции, приема гостей, но есть другая форма. Есть сайты на английском, на русском, на абхазском, которые позволяют нам быть постоянно в каком-то мировом культурном, научном обороте. И поэтому там эта работа проходит, и на наш взгляд, вот это такие какие-то важные повестки в музейном деле, и, конечно, юбилей музея, который был год назад. Ну, очень важно также в музейном деле это формирование нормативно-правовой базы. У нас есть закон о музеях, но нет, к сожалению, положения о порядке учета и хранения. То есть, но мы используем советского периода. Надо делать свой. Есть проблема, есть государственный музей, который входят и подчиняются Министерству культуры. А есть частный музей, есть районного значения музея. Я вот, например, такого мнения, это не касается сейчас музея. Я считаю, что все, что связано с культурой, с культурными мероприятиями, с музеями, спортом, образованием, оно должно быть координировано. То есть Министерство культуры, образования, туризма и районы, они должны координировать. Ну, не может же в Абхазии, в 7 районах быть разные культуры или разные системы образования, или разные подходы к хранению, учету. Это должно быть систематизировано. Я думаю, этот вопрос назрел, и я думаю, что это мы будем обсуждать, но
Так много вопросов, которые необходимы, но самое главное для нас, конечно, это государственный музей, где является важным и основным хранилищем особо ценных артефактов. И я прошу прощения, вот тоже хотела сказать, что мы не раз выходили с такой инициативой, что все-таки в обязательный туристический маршрут были включены наши главные музеи. Здесь вопрос не только выживания музея за счет собственных средств, но это очень важная часть, не знаю, как хотите, идеологическая. Человек, который приезжает в нашу страну, он в музее боевой славы или в Государственном музее буквально за час или полтора получает полную информацию о культуре, истории и так далее. Да? И поэтому, мне кажется, это часть какой-то очень большой государственной программы, и они должны быть. Я понимаю, что предлагают, есть туристические маршруты в Абхазии, где вообще не предполагается ни посещение никаких музеев. Обычно это такие вот уже сложившиеся брендовые туристические места. Но это тоже, на наш взгляд, очень важная часть информации. Предлагаю вам сделать ток-шоу, в котором соберутся руководители вот этих главных ведомств, отвечающих за вот образование, культуру, туризм, и в том числе комитеты из парламента, чтобы они обсудили вопрос о возможной координации и как сделать так, чтобы вот культура была достоянием всего государства, а не только в районах или там в столице отдельно взятой. То есть мы живем в одной стране. Спасибо за идею. Сария, да, пожалуйста, заключительный вопрос. Вот сегодня 3 года, как с нами нет Фазиля Искандера. В Министерстве культуры не один раз говорили, что будут воздвигать памятник. Хотелось бы знать, какие-либо изменения в этом плане есть или нет. Памятник, конечно, будет, и был объявлен конкурс. Есть уже проекты, которые будут рассматриваться на монументальной комиссии, и, скорее всего, она пройдет вот буквально, я думаю, что в августе. Вся уже повестка монументальной комиссии готова. И будущий год, как вы знаете, он юбилейный для Искандера, и юбилейный для его фестиваля, которому будет тоже 5 лет. И поэтому, по крайней мере, начало закладки проекта этого памятника обязательно уже будет. Спасибо большое, коллеги. Вам большое спасибо за ваши вопросы, дорогие гости, и вам спасибо большое за ответы. Хатырско телехопшца, абриала и хапеха пресс-конференция хыркшуп, и табу пеха хопшу зиги, я его хайпшурганза абзирас.